Борис Ельцин был политиком, обеспечивавшим крах коммунизма в России. Он руководил страной во времена огромных перемен и потрясений и сделал Россию такой, какой мы ее видим сегодня. Мир уже считал Ельцина пьяницей. Его пристрастие к водке явно просматривалось в его поведении, но мир не знал, насколько велики и опасны для жизни психические и физические проблемы Ельцина. Многие годы утаивались истинные сведения о реальном состоянии президента, но теперь тайное становится явным. Бывшие. В июне 1991 года Борис Ельцин взмыл к вершине власти на волне популярности и стал президентом России. Он возглавил страну, оказавшуюся на перепутье. Коммунизм рушился, и Россия стояла на пороге необратимых перемен. Россия нуждалась в новом демократическом и открытом обществе, а также в сильном и твердом лидере, способном провести страну через преобразование. Ельцин казался подходящей кандидатурой для этого поста, но в его биографии уже бывали моменты, когда политическое давление сказывалось на нем не лучшим образом. В июле 1987 года вследствие неудач на политической сцене он погрузился в настолько глубокую депрессию, что некоторые наблюдатели уже считали его политическую карьеру завершенной. В то время он был членом Политбюро ЦК КПСС. Он настолько откровенно критично относился к медленному ходу реформ, что тогдашний руководитель Советского Союза Михаил Горбачев сделал все, чтобы убрать его из политики. Горбачев не только вышвырнул его из Политбюро и Московского городского комитета партии, хотя, строго говоря, Ельцин сам ушел в отставку в знак протеста, но и заставил его пройти через процедуру, которую можно сравнить с гражданской казнью. Оставленный бывшими друзьями и союзниками, Ельцин страдал бессонницей и невыносимыми головными болями. Но в своей биографии «Исповедь на заданную тему» он утверждает, что сильнее всего страдал психологически. «Вместо сердца у меня остался лишь выжженный пепел. Все вокруг меня выгорело, все у меня в душе выгорело. Это было время, когда у меня в душе шла жестокая внутренняя борьба. Я знал, что если проиграю эту борьбу, то проиграю и всю жизнь». В то время начальником охраны Ельцина был Александр Коржаков. Отставка Коржакова в 1996 году привела к разрыву отношений между ними, но он отчетливо помнит эпизоды жизни Ельцина в то время. После того, что он пережил... После всего того, через что он прошел, он оказался на краю могилы. Для него это было фиаско. Человеку с таким характером очень тяжело потерпеть неудачу такого рода. Ему, мягко выражаясь, так дали по морде, что мало кто верил, что он сможет снова встать на ноги. Он валялся в постели и не хотел жить. Он просто умирал. Он даже не двигался. Не хотел жить. Он не двигался. Состояние Ельцина в 1987 году не было случайным эпизодом. В 1992 году, через год своего президентства, Ельцин, казалось, снова катится вниз под влиянием сложной политической ситуации. В своих мемуарах в 1994 году Ельцин писал: «Изнурительные приступы депрессии, мрачные раздумья, бессонница, головные боли, слезы и отчаяние, печаль при виде Москвы и других русских городов, тяжкое бремя принятых решений. Мне пришлось носить все это в себе». В декабре 1992 года Ельцин отправился к себе на дачу. В мыслях у него царила сумятица, и он был не в состоянии видеть даже своих родных. Я только посмотрел в глаза жене и детям и направился прямо в парилку, где закрылся. Я лег на спину и закрыл глаза. Честно говоря, в мыслях царил полный разброд. Оттуда меня вытащил Александр Коржаков. Он каким-то образом сумел открыть дверь
и убедил меня вернуться в дом. Для Ельцина этот эпизод в парилке означал нижнюю точку падения. Но Коржаков вспоминает несколько больше. По его утверждению, это был один из тех нескольких странных случаев, когда, как он считает, Ельцин пытался нанести себе раны. Другие варианты. Это не только баня. Были до этого попытки... И это было не только в парилке. Еще до этого были попытки с ружьем и ножницами. Бог знает, чего он только не испробовал. Характер у него суицидный. У него был характер самоубийцы. Он обладает склонностью к самоубийству. Склонен. Это неоднозначное объяснение поступков Ельцина. Но Михаил Горбачев тоже вспоминает шокирующие подробности. В своих воспоминаниях, опубликованных в 1995 году, Горбачев рассказывает, что в ноябре 1987 года Ельцин попал в больницу с колотой раной, которая, судя по всему, была нанесена ножницами. Прошел слух, что Ельцин потерял сознание за рабочим столом и упал на лезвие. Через 2 года Ельцин заявил, что на него на улице напали 2 бандита с ножами. Но Горбачев пришел к выводу, что это была симуляция попытки самоубийства. Во время другого странного происшествия, имевшего место в октябре 1989 года, Ельцин, мокрый до нитки, появился в отделении милиции. Он заявил, что на него напали политические противники и сбросили его с моста. Но об этом эпизоде и других случаях ходили упорные слухи. Слухов было много, и я считаю, что, по крайней мере, некоторые из них о неоднократных попытках самоубийства имели под собой основания. И я считаю эти слухи не беспочвенными, потому что это был человек, живущий эмоциями. Это был человек, который, можно сказать, жил с большим размахом. Он не был рациональной личностью. Ельцин никогда не признавался в попытках самоубийства, и никто, кроме него, не знает, что действительно творилось у него в душе. Но люди, которые принадлежат к российской политической элите, не исключают предположение о том, что Ельцин, находясь в депрессивном состоянии, вполне мог попытаться лишить себя жизни. Какой бы ни была правда, неразбериха и драматизм станут одной из характерных черт времени правления Ельцина. Конец первой части. Бывшая. Часть 2. Борис Ельцин был первым демократически избранным президентом России. Но это был человек, временами впадавший в глубокую депрессию, а его истинное физическое состояние скрывалось от всего мира. У нас же историю болезни президента. Историю болезни президента тщательно скрывали от прессы. Но требовалось лишь одно, чтобы его посмотрел самый обычный, хороший, умный психиатр, и все стало бы ясно. Врач не стал бы сомневаться. Какого-то еще там консилиума. Без хранимой за семью печатями истории болезни невозможно установить полный диагноз его состояния, но по поведению Ельцина можно предположить, что он испытывал огромные перепады настроения, которые напоминают заболевание, именуемое циклотимией. Циклотимия – это состояние, при котором меняется настроение. У всех нас наблюдаются ежедневные перепады в настроении, взлеты и падения, но при циклотимии эти перепады гораздо выше нормы, однако не дотягивают до состояния, известного под названием маниакально-депрессивный психоз. Перепады настроения, которые ассоциируются с маниакально-депрессивным психозом, могут привести больного к потере связи с реальностью, а иногда даже к госпитализации. Люди, страдающие циклотимией, не испытывают столь больших перепадов, но у них тоже наблюдаются отчетливые взлеты и спады. Спады проявляются в виде депрессии, в то время как подъемы в настроении известны как гипермания. Гипермания – состояние приподнятого настроения, которое еще не дотягивает до маниакального состояния. При этом человек сохраняет некоторую связь с реальностью, но он бурлит энергией, у него куча идей, самых разных мыслей, у него позитивный настрой, он испытывает оптимизм. Это противоположность упадку, противоположность депрессии. Перепады в настроении Ельцина заметны по его поведению. Один из самых заметных перепадов произошел
уехал в 1991 году. Ельцин оправился после предыдущей депрессии, стал сначала первым секретарем Московского горкома партии, а затем президентом России. В то время Советский Союз возглавлял Михаил Горбачев. Он начал процесс политических реформ, которым жестко противодействовали коммунисты, сторонники твердой линии. В августе 1991 года, когда Горбачев уехал из Москвы, эти противники реформ организовали заговор. При поддержке армии они заняли город. В Москву были введены сотни танков. Горбачев был помещен под домашний арест, а реформаторы забаррикадировались в Белом доме, Доме Верховного Совета, парламента России. 2 дня коммунисты и военные контролировали город. 150 тысяч москвичей в знак протеста вышли на улицы. Внезапно появился Ельцин, чтобы, как казалось, единолично спасти ситуацию. Во время неудавшегося путча он сделал спонтанный театральный жест, чем привлек внимание всего мира, когда забрался на один из танков, введенных в столицу. Этот поступок его сторонники сочли героическим и вдохновляющим, а для участвующих в путче солдат этот жест стал обескураживающим. Дерзкий поступок Ельцина мог принадлежать человеку с большим политическим опытом, но здесь прослеживаются и признаки поведения, характерного для циклотемического подъема. Люди в состоянии гиперманиакального подъема вполне способны ставить себя в рискованное положение, использовать шансы, которые, вероятно, не стали бы использовать в другом состоянии. Они подвергают опасности себя и других, и при этом испытывают оптимистическую веру в то, что все будет хорошо. В последующие дни Ельцин подвергал себя огромному риску и принуждал к этому и других. Он посмотрел на меня и сказал: «Борис, ты почему не берешь оружие? Ведь мы же должны сражаться за свободу в этой стране». Понимаете, он мне предложил взяться за оружие. Сейчас это кажется какой-то шуткой. В последующие 3 дня Ельцин привлек на свою сторону армию и прилагал все усилия для поддержания демократии. Но еще до завершения путча Ельцин, казалось, покинуло то героическое настроение, которое заставило его забраться на танк. Во время путча Саша Краснов вместе со своей гитарой оказался в Белом доме. Он пел для собравшейся толпы. Когда Ельцин шел по коридорам здания к балкону, он был бледным, лицо у него было серым, он не спал ночь. Проходя мимо меня, он остановился. Я стоял там со своей гитарой, а он ко мне подошел и сказал: «Вот он где». Я там, понимаешь, указы подписываю, а он тут себе поет и поет. И никто его не выключит. Но когда он вышел оттуда уже на балкон, и когда поднялся, да, Когда он вышел на балкон, поднялся по ступеням к микрофону и увидел все это людское море, он произнес: «Здравствуйте, дорогие россияне». Дорогие мои россияне. Больше он ничего не мог произнести. Толпа взорвалась, и он пришел в себя. Кровь прихлынула к его щекам. Он понял, что пользуется такой поддержкой, что сразу же снова стал деятельным, нормальным человеком. Норму в такую, человеческую. Как бы там ни было, перемена в настроении у него произошла очень резко. Во время этого кризиса настроение Ельцина претерпело глубокие изменения. Но то, что произошло потом, еще более примечательно. Он исчез после своего величайшего триумфа. Я имею в виду, что в 1991 году он исчез на весь сентябрь. Казалось, его оставила вся энергия. Он был как выжатый лимон. Он мог уехать к себе на дачу и не показываться несколько дней, иногда даже больше недели. Даже если Ельцин находился в состоянии депрессии, ему надо было управлять целой страной. 148 миллионов россиян верили ему и ждали, что он введет их в новую эру. У нас был шанс изменить все в нашей стране. У нас был шанс начать жить с открытой и прозрачной политикой. А Борис Николаевич долго думал и сказал: «Вы ошибаетесь. Время на нашей стороне. Нам не стоит спешить». Сейчас бы только нужно было садиться у руля
Для него пришло время садиться у руля и рулить, но он сказал: «Я устал, поехали в Прибалтику, давай устроим отпуск». В это время, конечно, Горбачев И мы уехали на месяц. Потому что с кем-то расправились. Осенью 1991 года Ельцин вернулся в Москву и начал процесс реформ, которые изменили Россию сверху донизу. Он организовал демократические выборы, ввел законы, обеспечивающие свободу прессы, и начал экономическую реформу. Но явные перепады его настроения стали влиять и на его политику. От очевидцев мы знаем, что бывали времена, когда он мог работать круглые сутки. Уезжал из Кремля в полночь, просматривал кипы документов. А бывали такие дни, когда приезжали его помощники, а он сидел и просто смотрел в потолок. А работу заканчивал в 2 часа дня и уезжал. В такие дни он ничего не делал. Думаю, что люди в гиперманикальном состоянии очень хорошо справляются с кризисами. Они очень энергичны, проницательны, уверены в себе. А потом, столкнувшись с приземленными проблемами повседневности, эти люди с большим трудом приспосабливаются к такой обстановке и ведут себя, словно продолжают сражаться на фронте. Критики Ельцина считают, что его неспособность заниматься мелочами и решать повседневные проблемы сыграла свою роль в униженном состоянии России. Думаю, это стало очевидным в ужасных 92-93 годах. К декабрю 1992 года, когда Ельцин утратил контроль над экономикой, инфляция достигла 2500%, а российский новый дивный мир характеризовался нехваткой продуктов, множеством бездомных и нищетой. Люди потеряли все свои деньги, которые копили всю жизнь. Все, полностью. Весь народ. 158 миллионов человек. 0. Все исчезло. И его, естественно, спрашивали, что происходит. А он не пожелал ничего объяснять. И это стало началом противостояния с парламентом. Парламент, разместившийся в московском Белом доме, яростно критиковал Ельцина. Поскольку он находился в постоянной изнурительной борьбе с парламентом и с политической оппозицией, которая численно превосходила в парламенте его сторонников, Россия переживала состояние более-менее постоянного политического кризиса. В марте 1993 года, когда Ельцин боролся за свое политическое выживание, он пережил страшный личный удар. Умерла его мать. Они всегда были очень близки, и Ельцин называл ее своей вечной защитницей. Через месяц Ельцин с трудом избежал попытки импичмента, но в сентябре политический кризис достиг высшей точки. Раздраженный отсутствием поддержки своим реформам, Ельцин свернул демократический процесс и распустил парламент. Но его оппоненты забаррикадировались в Белом доме. По распоряжению Ельцина там отключили электричество, отопление и воду, но парламентарии больше недели отказывались покинуть здание. И тогда, 4 октября 1993 года, верные Ельцину войска открыли огонь по Белому дому, тому самому зданию, из которого всего за 2 года до этого Ельцин клялся принести России демократию. Это драматическое противостояние отчасти могло быть вызвано его потребностью сказать, причем не миру, а самому себе: «Я владею ситуацией, я по-прежнему силен». Россияне вышли на улицы в знак протеста. Погибли почти 170 человек. Ельцин был напуган, но он считал, что у него есть средства от стресса. Я пришел к выводу, что алкоголь — единственное средство избавиться от стресса. Тот стресс, который я пережил в конце 1993 года во время мятежа в Белом доме и после того, был настолько велик, что я до сих пор не знаю, как я его пережил. У меня по коже мурашки бегут. Стоит только вспомнить об этом ощущении тревоги, напряжения и неизмеримого груза ответственности, который давил на меня в те дни, который буквально прижимал меня к земле. И я помню, что этот груз становился легче после нескольких стаканчиков. Человек, который привыкает к алкоголю, чтобы избавиться от депрессии, становится на скользкий путь, потому что это действует недолго. На короткое время это хороший способ, но когда привыкаешь, пьешь все больше, это прямой путь к алкоголизму. Хотя Ельцин всегда выпивал втихомолку, это стало заметно, когда он стал пить более серьезно. Это была не просто привычка к выпивке. Еще в советском обществе специалисты по алкоголизму считали его алкоголиком.
Александр Коржаков утверждает, что пьянство в Кремле начиналось с утра. Рабочий день у меня был 2 часа. Мне нужно было за 2 часа. Реально мой рабочий день продолжался 2 часа. 2 часа, чтобы принимать людей и подписывать документы. А еще принимать решения по кадрам. А потом часов в 11 звонок по прямой линии. Ну что, Александр Васильевич, не пора ли пообедать? Так начинался обед, и он продолжался целый день до ужина. Хорошо, если удавалось привезти его домой часов в 10-11 ночи. Вот такой был обычный день. В 11 его домой привозил. Это самый обычный день. По современным взглядам, мужчина не должен пить больше 3-4 рюмок в день, то есть не больше 4 рюмок водки. Если верить Коржакову, Ельцин пил почти весь день, и вполне вероятно, что он мог потреблять гораздо больше допустимой дозы. Алкоголь оказывает плохое влияние на стабильность настроения, потому что душевное состояние зависит не только от настроения, но и от уровня интоксикации в данный момент, в зависимости от того, пьян ли человек, спад ли у него или подъем. Это делает их еще более неустойчивыми, раздражительными, влияет на память, на способность сосредоточиться. Они испытывают похмелье и плохо себя чувствуют. Алкоголь такая вещь, что его употребление скоро приводит к новым проблемам, чем помогает разрешить старые. Обозреватели считают, что пьянство Ельцина стало влиять на исполнение обязанностей президента. Люди стали спрашивать, где он? Он мог вдруг исчезнуть в самый ответственный момент и не показываться неделями. Как мы думаем, в некоторые из таких моментов он мог переживать черную полосу, а в других случаях он мог глушить эту черную полосу приличными дозами водки. Иногда звонили по телефону, иногда ему докладывали, что его кто-то ждет. Уже нельзя было выходить. Тогда я выходил и говорил, что Ельцин занят и выйдет к ним попозже. Что пока он тут занят, у него кто-то другой. Это повлияло и на отношение к нему за рубежом. К счастью для мира, во всем мире Билл Клинтон имел опыт общения с алкоголиками. У президента Клинтона был некоторый личный опыт общения с алкоголиками в своей собственной семье. Его отец был настоящим алкоголиком, и президент сам говорил об этом время от времени. Я помню его слова где-то в начале его президентства, когда мы, его советники, пришли в ужас, когда увидели, в каком состоянии Ельцин был однажды. Президент Клинтон чуть ли не высмеял нас и сказал: да ладно, я к такому привык, этот парень просто кандидат на крепкую любовь, и я знаю, как общаться с людьми в таком состоянии. Он так и сделал. И в последующие 8 лет мы только занимались тем, что он прежде всего старался организовать переговоры с Борисом Ельциным в то время дня, когда это представляло наименьшие проблемы. А если проблемы такого рода по каким-то причинам все-таки возникали, он просто относился к этому с юмором и ждал до следующего утра. Президент Клинтон считал, что с Борисом Ельциным надо встречаться как можно чаще, даже если это значило проехать полмира, даже если это значило оставить Вашингтон в такое время, когда из Вашингтона было не очень просто уехать, даже если это означало нарушение протокола, кому куда первым идти. Президент Клинтон буквально предпочитал пройти лишнюю милю, чтобы сесть лицом к лицу с президентом Ельциным, чтобы сделать свою работу. 31 августа 1994 года Ельцин присутствовал на церемонии вывода российских войск из Берлина. С окончанием Холодной войны их присутствие перестало считаться необходимым и желательным. Пьянство Ельцина стало для всех очевидным. Позорище. Это было позорно. У наших ветеранов... И это при том, что наши ветераны буквально плакали из-за того, что мы оттуда уходили. Если бы это был не русский, а американец, я, наверное, тоже бы смеялся. Понимаете, если ты частное лицо и напиваешься, это проблема твоей жены, твоих детей и тебя самого. Но если ты напиваешься, и при этом ты еще и руководитель страны, это уже проблема всей страны.
Если человеку не разрешают управлять автомобилем, когда уровень алкоголя в крови превышает определенный уровень, потому что это опасно, что уж говорить о лидере страны, который держит палец на ядерной кнопке и при этом постоянно разбавляет свою кровь алкоголем. Очень опасно, ведь алкоголь ухудшает способность к суждениям, нарушает ясность мышления, влияет на отношения с людьми. Он несовместим с эффективным лидерством. Секрет того, как приближенные Ельцина справлялись с его пьянством, так не раскрыт. Но его бывший телохранитель, попавший в опалу, утверждает, что Ельцину делали переливание крови, чтобы очистить организм. Он знал, что он болен. А если человек нездоров, его надо лечить. Поэтому раз в месяц ему делали переливание крови. Впрочем, вся его жизнь была сплошным разложением. Но пьянство Ельцина скрывало еще более серьезную проблему, угрожавшую его жизни. Конец второй части. Бывшие, часть третья. К 1994 году Ельцин уже 3 года находился у власти. Но неустойчивое психическое состояние и пьянство делали его эксцентричной личностью, и это наносило ущерб его репутации как мирового лидера. Один из самых известных случаев произошел 30 сентября 1994 года, когда Ельцин возвращался после встречи на высшем уровне по проблемам разоружения из Соединенных Штатов. Его самолет совершил посадку в аэропорту Шеннон в Ирландии, где у Ельцина должна была состояться встреча с премьер-министром Ирландии Альбертом Рейнольдсом. Ельцин так и не появился, и многие пришли к одному выводу. Народ решил, что он был слишком пьян, чтобы выйти из самолета, и подтверждение этого тот факт, что про пьяного стали говорить, кружит над Шенноном. Ельцин из самолета не вышел. Приземлившись в Москве, он встретился с прессой и сказал, что просто проспал. Я просто проспал. Во время полета я спал 18 часов. Можете себе представить, сколько я до этого не спал. А охрана никому не разрешила меня будить. Не пустила тех людей, которые, так сказать... Его версия никого не убедила. Разбудить. А у опального начальника охраны Александра Коржакова совсем другое объяснение того, что происходило в самолете. Действительно, с ним было плохо. Он действительно был болен во время той первой поездки в Америку. За обедом выпил немного, всего 3-4 рюмки. Потом он решил, что с него хватит и пора немного отдохнуть. Но потом, вечером, у него был сердечный приступ. Коржаков так описывает эту сцену в своих воспоминаниях. «Я обнаружил его лежавшим неподвижно на полу. Лицо у него было бледное и безжизненное. Доктора творили с ним чудеса, они ставили капельницы, делали уколы, использовали вентиляцию, и все это в бешеном темпе. Было опасно даже сдвинуть его с места. Ему был нужен полный покой». Сердечный приступ произошел из-за небольших сосудов, по которым кровь поступает к сердцу. Это коронарные артерии. Они оказались блокированными. Симптомами сердечного приступа обычно являются сильные боли в груди, одышка, потливость, слабость, и это может привести к внезапной смерти. Если версия Коржакова правдива, то это делает поведение Ельцина после полета еще более примечательным. Он вышел из самолета и заговорил с прессой всего через несколько часов после предполагаемого сердечного приступа. Предпринятые при этом физические усилия говорят об огромной решимости преодолеть болезнь. Но инфаркт влияет не только на организм, но и на психику. Влияние сердечных заболеваний на отношение человека к жизни является, конечно, очень заметным. И для многих это становится первым знакомством со смертью. Таким образом, это сокрушительный психологический удар. Многих политиков наступление физической немощи может привести ко все более резким политическим действиям. Я по-прежнему полон сил, я не сдамся, я могу это. И мы были свидетелями довольно резких и неадекватных поступков, к которым привело ослабленное физическое состояние. В этом же году одна из российских территорий, Республика Чечня, попыталась заявить о полной независимости и выходе из состава России.
Реакция Ельцина была резкой. 11 декабря 1994 года он направил в Чечню военную группировку в 40 тысяч человек. С учетом его болезни можно предполагать, что причиной решения Ельцина были не только политические соображения. Я был свидетелем этого шага. Я на коленях его умолял. Борис Николаевич, не стоит затевать войну в Чечне. Не делайте этого. Нет, я уже принял решение. А он сказал нет. По всей видимости, его убедили военные из его окружения, что Чечня – подходящий объект, чтобы продемонстрировать, что он еще могуч, что он может вызывать страх, что он в состоянии контролировать страну. Возможно, если бы Ельцин был более здоров или его психологическое состояние было бы получше, он не принял бы этот абсолютно преступный план, предложенный его генералами. Война обернулась катастрофой. Чеченцы отказались признавать власть России. Погибали десятки тысяч людей. Тела многих российских солдат так и не были опознаны. Их останки покоятся в могилах с надписью «Неизвестный солдат». После Чеченской войны популярность Ельцина упала до небывало низкого уровня. Состояние его сердца ухудшалось одновременно с рейтингом. Это человек, который боролся за власть над страной и в то же время пытался справиться с очень серьезным и изнурительным сердечным заболеванием. Артерии Ельцина постепенно зашлаковывались. В результате сокращалась подача крови к сердцу, и оно работало с невероятной нагрузкой. Его нежелание отказаться от алкоголя еще больше ухудшало это состояние. Одна из проблем, связанных с алкоголем, состоит в том, что это очень неразборчивая штука, которая влияет практически на все органы. Можно назвать любой орган, и он наверняка будет подвержен воздействию алкоголя. Алкоголь влияет на сердце, он влияет на подачу крови и на кровообращение в организме. Ему требовалась операция по шунтированию сердца. Без этого он испытывал боли и находился под угрозой очередных сердечных приступов. Но от операции он отказался. Если отложить операцию по шунтированию, то пациент будет по-прежнему испытывать боли, будет подвержен инфарктам, а примерно половина инфарктов заканчивается смертью. Высокое положение может представлять опасность для здоровья человека, поскольку по политическим соображениям он не всегда может принять меры, которые может принять обычный человек. Политическими соображениями, заставившими отказаться от операции, стала предвыборная президентская кампания 1996 года. Эти выборы были определяющими для России, которая могла продолжать реформы или вернуться к коммунизму. Кандидатом от коммунистов был непопулярный догматик Зюганов. Любой, кто бросил бы ему вызов, мог победить. Ельцин был исполнен решимости вступить в борьбу и сохранить власть за собой. Пока он жив и сидит в этом кресле, он никому не уступит право принимать решения. Для него власть была чем-то вроде дара Божьего. Властью он не хотел делиться ни с кем. Ельцин хотел сохранить свою болезнь в тайне до выборов, но о его состоянии поползли слухи. Тогда Кремль опубликовал снимки Ельцина за работой, но журналисты обнаружили, что это фальшивки, скопированные с видеопленки, снятые несколько месяцев тому назад. Но Кремль по-прежнему отказывался признать, что что-то не так. Я придерживался жесткой позиции. Чем меньше народ знает о болезни главы государства, тем спокойнее будет. Президентские недуги – его личное дело. Я дал клятву не для того, чтобы показывать народу свои рентгеновские снимки. Состояние Ельцина стало критическим. Не знаю вообще в мире человека... Не знаю ни одного другого человека, который был бы способен глотать столько таблеток и микстур, иметь столько проблем со здоровьем, пить, в то же время оставаться в живых. У него от рождения крепкое здоровье. Он в одну горсть брал таблетки, прописанные ему врачом, а в другую — те, которые ему тайком сунула жена. Врачи не знали, от чего его лечить. Он ел и те, и другие, а потом запивал. Он ел и те, и другие, и запивал.
Инфаркты у него были с июня месяца 95-го Сердечные приступы у него начались с июня 95-го года. Они происходили практически каждые 1,5 месяца. А потом у него случился приступ в самый разгар избирательной кампании. И орет оттуда. Он кричал: «Не говорите пока Черномырдину, не говорите ничего премьер-министру». Чего не сообщать? Я подумал, а почему? Я спросил, что случилось? А он сказал: «Опять сердце». Но я считал, что раз скоро выборы, то мы должны рассказать людям, за кого они голосуют. Но в конце концов никто никому ничего не сказал. Его накачали препаратами, и он проголосовал неподалеку от больницы. Информацию о его сердечном приступе сохранили в тайне. Ельцин опередил Зюганова и был избран. Избран Борис Николаевич Ельцин. Инаугурацию готовили месяц. Мы практически целый месяц готовились к церемонии вступления президента в должность. Были потрачены огромные деньги, чтобы устроить грандиозное представление на Соборной площади с участием почетного караула в присутствии всех послов. Специально для этой трибуны уже делали. Были уже построены специальные трибуны. Потом, когда поняли, что вся церемония займет 2 часа, ее сократили до 40 минут. Уважать и охранять права. Ну, поддержать еще за Конституцию. А потом поняли, что 40 минут он не выдержит, и сократили мероприятие до 5 минут. Некоторые считали, что решимость Ельцина удержать власть достойна восхищения. Возможно, он был единственным человеком, способным остановить коммунизм. У нас не было выбора. Выбор был между Зюгановым, что означало возврат к Советскому Союзу и полное разрушение страны, и Ельциным. Больной, пьющий, но зато это человек, который верил в свободу. Какой при этом у нас был выбор? Знаете, у России всегда выбор между плохим и худшим. Другие полагали, что Ельцину надо было отойти и уступить свое место более энергичному человеку. Его физическое и душевное состояние привели к опасному вакууму власти. Когда лидер слабеет, на него набрасываются акулы. Не обязательно быть параноиком, чтобы почувствовать, что на тебя идет охота. Это одна из причин, по которым Ельцин скрывал ухудшение своего физического и психического состояния. Но в Кремле всегда были одержимы мыслями о заговорах, всегда требовали высочайшей бдительности, и любого намека на слабость лидера достаточно, чтобы жаждущие власти устремились в его окружение. Но из-за своей слабости Ельцин нуждался в союзниках для победы в выборах. Он пошел на сделку. Он создал небольшую группу очень богатых людей, которые просто поделили самые жирные куски российской собственности, и они рассматривали его как гаранта завоеванных ими позиций. Этих российских финансистов стали называть олигархами. Кремль воспользовался их деньгами для сдерживания коммунизма. Они получили от олигархов много денег для предвыборной кампании, поэтому у них были очень великие шансы победить Зюганова и Коммунистическую партию на выборах 1996 года. В обмен олигархам позволялось монополизировать собственность, еще остававшуюся от бывшего советского государства. И это имело очень негативные последствия, которые мы наблюдаем по настоящее время. Олигархи заработали большие деньги на этом приватизированном имуществе, что принесло им еще больше власти и влияния. А критики считают, что болезнь Ельцина и его нежелание отойти в сторону лишили Россию шансов развить у себя открытую, не пораженную коррупцией экономику. Он слишком долго оставался на политической сцене, когда россиянам уже требовался новый лидер. И он уже понял, что слишком задержался.
Это был его личный провал. Его провал состоит в том, что вместо демократии, вместо нормальной России, он создал коррумпированный капитализм. Совершенно очевидно, что схемы приватизации носили откровенно мошеннический характер. Я думаю, что если бы он находился в лучшем состоянии, был бы здоров, не пьянствовал, он бы увидел, что если оставить в стороне суть вопроса, все это наносило огромный вред его популярности и всему процессу реформ. Ельцин был болен, слаб, и кое-кто считает, что его зависимость от олигархов помешала росту открытой российской экономики. Но остаются и другие, еще более важные вопросы. Олигархи содействовали переизбранию Ельцина. Но кто теперь принимал решение, Ельцин или те, кто его поддерживал? Олигархи. Они контролируют СМИ, они контролируют правительство, но не всех. Например, меня не контролировали. За это меня и уволили. Борис Немцов не единственный член ельцинского правительства, утверждавший, что он подвергался давлению со стороны олигархов. Влияние олигархов было очень сильным, особенно во время второго срока. Я об этом знаю по личному опыту, когда сразу после выборов был назначен министром финансов. Где-то через месяц-два меня пригласили... Примерно через месяц или два меня пригласили на встречу с олигархами. Как вы понимаете, я, конечно, не стану называть их имена, но они мне объяснили, что я должен делать. А я тогда спросил, а что будет, если я сделаю по-другому? Тогда ты больше не будешь министром, ответили мне. Вы понимаете, что произошло? Это длилось... Когда Ельцин вернулся к власти, давление на него усилилось, а сил у него оставалось все меньше. Его сердце было повреждено предшествовавшими приступами, и он крайне нуждался в операции по шунтированию. Основная опасность, которая чревата промедлением с операцией по аортокоронарному шунтированию, состоит в том, что пациент может умереть от инфаркта. Врачи повсюду следовали за мной. Они были хуже охранников. У них были раздутые докторские саквояжи и бледные встревоженные лица. У них были причины постоянно находиться рядом, поскольку сердце у меня постоянно схватывало, горло перехватывало, а комната начинала качаться перед глазами. В 1996 году он, наконец, уступил уговорам врачей. Операция заключалась в установке 5 шунтов. Артерии, по которым в сердце Ельцина поступала кровь, блокировались. В ходе операции их заменили здоровыми артериями, взятыми из других участков тела Ельцина. Операция заняла 7 часов. Даже в больнице Ельцин продолжал цепляться за власть и не желал расставаться с чемоданчиком, содержавшим коды доступа к российскому ядерному оружию. Свой чемоданчик только когда к нему приступили... Он выпустил чемоданчик из рук, лишь когда врач подступил к нему со скальпелем. И даже после этого его первыми, ставшими знаменитыми словами после наркоза были следующие: «Где мой чемоданчик? Где моя власть?» После столь продолжительной операции больные еще около недели могут испытывать последствия анестезии. 2-3 недели нужно на реабилитацию, прежде чем можно приступить к работе. Но Ельцин ухватился за свой чемоданчик через считанные секунды после того, как пришел в себя. Это говорило о его желании сохранить власть за собой любой ценой. Конец 3 части. Бывшие. Часть 4. В 1996 году Борис Ельцин был президентом слабеющей сверхдержавы, переживавшей масштабные реформы. Одновременно он старался восстановить силы после перенесенной сложной операции на сердце. К исполнению обязанностей он вернулся сразу же после операции, но уже был другим человеком. Психологические последствия, наблюдающиеся после операции на сердце, могут принимать различные формы. Обычно это некоторое ослабление интеллектуальных способностей. Например, я знал одного человека с легкостью обыгрывавшего свою дочь в скрэбл до операции по шунтированию, но после операции он уже не мог этого делать.
Положение усугублялось тем, что даже теперь Ельцин не желал отказаться от алкоголя. В сочетании с болеутоляющими, седативными препаратами, транквилизаторами, алкоголь чуть ли не вдвойне усиливает действие этих лекарств. Не случайно больным, принимающим такие препараты, не рекомендуется употреблять алкоголь. И несмотря на пошатнувшееся здоровье, Ельцин отказался отдать власть. Никто не мог взять власть и отвечать за любые серьезные решения. Это не из-за Ельцина, не из-за того, что Ельцина боялись, а из-за того, что власть Ельцина была устроена таким образом, что только он сам, Ельцин, мог нажать кнопку, и никто больше. У наблюдателей сложилось впечатление, что правительство и Ельцин плывут по течению. Наверное, он думал, что производит впечатление активного человека, что в Кремле что-то происходит, но в Кремле, напротив, ничего не происходило. Если в России поведение Ельцина вызывало обеспокоенность, то на международной арене оно стало еще более эксцентричным. Президент Ельцин имел привычку импровизировать, особенно на пресс-конференциях, и в частности, когда он находился, скажем так, в оживленном настроении. В июне 1999 года, когда Ельцин привел в изумление участников встречи на высшем уровне НАТО-Россия, когда отклонился от повестки дня и нетвердым голосом объявил, что российское ядерное оружие больше не нацелено на натовские страны. Никто не понял, о чем он говорил. Было неясно, что это означает на практике, и вполне очевидно, что это было непонятно российской стороне, даже военным, которые были вместе с ним. Положение Ельцина становилось невыносимым. В 1999 году, перед самым Новым годом, он, наконец, сдался и ушел в отставку. Для Ельцина такое окончание карьеры было трагическим. Он был человеком, который пришел к власти с великими намерениями, но он не сумел их осуществить. Он начал как провидец, как человек, способный развернуть Россию к Западу, к новой жизни, а закончил как слабый, жалкий старик, создавший режим, который рано или поздно придется демонтировать. Ельцин оказался в замкнутом круге депрессии, пьянства и болезни. Его упрямое нежелание расстаться с властью, несмотря на немощь, привело к возвышению олигархов и оставило России тяжелое наследство. Но его неадекватные поступки не должны заслонять его достижения. Он хотел вогнать кол в самое сердце коммунистической партии, чтобы она не восстала из мертвых. И хотя это было сделано топорно, не слишком искусно, тем не менее, он это сделал. Он закрыл коммунистическую главу и дал России импульс к движению вперед. Он помог России привыкнуть к свободе. Президент Ельцин получил предложение прокомментировать этот фильм, но отказался.